Как мы и обещали с Русланом, праздновать в этот день праздники, не грустить о лете. И сегодня еще один замечательный повод, Руслан. Да, сегодня действительно классный повод. Сегодня день ветеринарного работника. Да, с 2014 года празднуется этот праздник, и празднование приходится на последний день лета. Поздравляют тех, кто посвятил свою жизнь и легкому труду врачевания домашних и сельскохозяйственных животных. Кто у нас сегодня в гостях? У нас в гостях просто мега-человек, с которым уже знакомы большинство наших телезрителей, большинство уфимцев, друг всех животных, лично наш товарищ большой, преподаватель, красавица. Давай мы скажем это, что мы всегда... Конечно, все ветеринар, да, ветеринар, но туда и сюда. Вы посмотрите просто, насколько красивая девушка сидит напротив нас. Гульнара Цапалова, доброе утро. Ой, так приятно, доброе утро. Гульнара, Я прям действительно. растаяла. Вот, мы действительно Столько очень рады слов. вас видеть, и мы сегодня решили у вас спросить, насколько тяжела эта профессия, насколько в ней можно, не знаю, творить, дано ли место для творчества. Так. И кому-то, может быть, кто-то для нас смотрит, сейчас Рекомендовать? поймет. Да, почему бы и нет эту профессию. Ну давай последовательно. Как Так. так получилось, что в вашей жизни возник вопрос стать ветеринаром, и вы решили? Ну, ветеринаром я решила быть, наверное, с детства. Ну, причем я не знала, что есть такая профессия. Я просто очень любила кошек. Я вот даже помню... Все с кошек идет. Все с кошек у меня началось, ну, потому что я в Уфе росла, у нас сельскохозяйственных-то животных и не было. Ну, вот кошки, собаки. Ну, кошки — это моя страсть, это все мое. Я кошек очень люблю. И вот я помню, 8 лет, вот это очень хорошо помню, подобрала котенку. Он был весь лысый, вшивый, грязный. Я его принесла домой. Мама на меня, конечно же, ругалась. Я пошла с этим котенком искать, где можно его лечить. Да, и я пешком дошла до городской ветеринарной станции, которая сейчас и ныне существует на Менделеева. Это внизу, которая? Да. Такое, как бузат. Вот я туда дошла, и там был мужчина-врач. Ну и я что-то там попыталась объяснить, видно, вот болеет туда-сюда, и он его там полечил, укольчики какие-то сделал, дал мне таблетки. Я даже у мамы денег не взяла, представляете, свои какие-то накопления. Вот я помню мелочь, я ему из кармана это достаю. Я понимала, что надо за это заплатить. Он улыбнулся и сказал, ничего не нужно. И вот с того момента я решила, что я буду лечить животных. Спасибо этому дяде, мне кажется, да, какой-то Я вот... его даже сейчас помню, как он внешне выглядел, Мы представляете? обшарили весь город, Гульнара. И Вы его нашли. нашли этого дядю. А сейчас программа. Я знала, что вы это Слушай, сделаете. но было бы здорово, да? Блин, если вот так я прям произошло. сейчас, да, Почему? Потому что задумалась. хороших людей нужно благодарить и Обязательно, чествовать, да. Да, и вот после этого, ну, конечно, я котят не перестала носить домой, я их приносила, мама ругалась бесконечно. Вот потом я говорю, мама, зачем ты на меня ругалась? Ты же, говорю, вообще к этим животным отношения не имела. Я их кормила, я за ними убирала, я их лечила. Она вот только вот ходит котенок, он ее вообще никогда не беспокоил там. Ну, ни одна кошка ее никогда не беспокоила. Ну, вот почему-то она говорила, не надо приносить, не знаю. Ну, есть такие так, ну, стереотипы. Многие родители. Да, может, Нас- переживала за А что-то. на самом деле у родителей есть еще скрытые мотивы того, что, ну вот взял ребеночек котенка, представляешь, а котенок погиб, и у ребенка травма. Может Поэтому быть. родители многие еще и беспокоятся не только о себе, о своем психическом здоровье, состоянии, а в большинстве их благие цели преследуют не навредить ребенку самому. Поэтому Вы Согласна, да. может быть, и такое было тоже такое. может быть, да. Как дальше сложилась жизнь в этом направлении? Выбрали вы профессию, поступили учиться. И вот здесь вопросы, Всё, конечно, да, да. связаны. Тяжело ли было освоить? И, наверное, вы продолжаете осваивать, потому что ну, любая профессия, она требует каких-то дополнительных... Да, Ой, Повышение квалификации. Каждый да, день, да, что-то новое. Но учиться, я могу сказать, я уже знала, кем я буду. Ну, Я у вас- уже знала, куда я шла. Я могу сказать, что я с первого курса, и я всем своим студентам говорю, мне было вкусно учиться. Вот настолько мне нравилось учиться, что я с превеликим удовольствием ходила на пары, я вообще не прогуливала. Я, может, 2 дня пропустила за все 5 лет учебы из-за болезни. Я помню, у меня была просто высокая температура, и я физически не могла. Никогда не прогуливала, не просыпала, никогда не опаздывала. Вот очень-очень любила учиться, нравилось. У меня есть вопрос, не Да, по да, очереди. хорошо. Твоего списка, да. Гульнар преподает в аграрном университете. Да. У меня вот такой вопрос. Многие, это большой поток студентов, согласись, да? Многие ли выпускники
действительно идут в профессию? Или они вот пока учились, пока обучались, уже передумали поменять свое решение и уходят в какую-то другую сферу абсолютно? И Ну, вот в процентном соотношении примерно сколько человек идут в профессию? у нас мы мониторим, как студенты у нас трудоустраиваются, более 85%. Вот Представляешь? сейчас, да, профессия, конечно, очень востребована. Вот, кстати. Не только с мелкими домашними животными. Вот как вы сказали, Сельскохозяйственные, сельскохозяйственные, да. да. У нас сейчас очень много комплексов новых открывается там с новыми технологиями. И туда Везде нужны требуются специалисты. ветеринарные врачи, да, везде нужны специалисты. И Слушайте, студенты трудоустраиваются. Вот могу с гордостью сказать, Это, что именно понимаете, когда работают по профессия профессии. востребована, это всегда очень радует. Конечно, это очень конечно. хорошо. Слушайте, ну вот у людей есть прям подразделения же врачей, да, то есть есть окулисты, неврологи, Это называется терапевты, хирурги. специализация. Специализации, да. Хирурги, кто там, я не знаю, ортодонты, Ортопеды, ортопеды и да, так да. далее, и так далее. У ветеринарных врачей ведь такого нет, это же общий комплекс. Ну, Или как? мы, Или есть? Ну, нет, специалисты, мы, по-моему, тоже, мы да, когда есть? учимся, да, мы ветеринарный врач, как бы у нас раньше было общей практики. То есть, если ты ветеринарный Ты врач, все должен ты уметь. все должен уметь, все знать. Но сейчас, конечно, ну и время такое, да, требуется много, и сейчас к животным очень такое трепетное отношение. Чрезвычайно да. трепетное, Да, да. да. И у нас тоже подразделяются на специализации. У нас есть отдельная ветсанэкспертиза, ветеринарная фармация, болезни сельскохозяйственных животных и мелких домашних животных. Но, то есть специализации все-таки вот такие, они существуют. да, но после окончания университета, да, поступив на работу, вы можете выбрать какое-то отдельное направление. Вот то же самое: стоматология, офтальмология, да, репродуктология, все что угодно. Вы можете, есть мастер-классы, есть курсы, где вас обучают. Так что есть люди, которые занимаются, допустим, только анестезиологией, все, Ну, или у- хирургией. У нас есть Больше. еще заключительный вопрос, Саш, давай, самый твой любимый. Какой? Нет, у меня вот есть, я не знаю, куда Ну давай, или давай. нет. Я хотел про... Ну давай. Ну, мне интересно вот этот всё-таки. я хотел спросить. Да. Ну, говори. В будущем, как вы видите эту профессию? Вот ветеринаром. В будущем, вы знаете, вот мне бы очень хотелось именно в России, да, чтобы были крупные ветеринарные центры для животных, да, где можно было как человек пришел в больницу, что- пролежал 2 недели, его полечили, там все-все, и выписали совершенно здоровым. Потому что хозяевам, когда оставляешь животное, говоришь, вот делайте такие Какие-то манипуляции, они, конечно, могут забыть, могут там не сделать что-то, ну, в силу разных причин, и недолеченные животные и так далее. А вот прям хочется большой ветеринарный центр. Где они будут так же со стационаром, да, приходить, всё. оставлять. А ты наши- апельсины будешь носить в котомочке А что? Да, хозяева приходят. с апельсинками. Так Тогда, что- тогда, может быть, это будет такая небольшая, как бы сказать, небольшое здание, Так. представляешь, где вход будет такой, ну, коноркой, и А, хозяин для вот человека, так да, заползает да, туда. да. А вы вот говорили про тактильный парк, да, Да. это. Вы знаете, то, что практикуют такое, что это же для слепых, да, с ограниченными возможностями по зрению, и человек, чтобы почувствовать себя вот в таком, чтобы вы что это такое именно только чувствовать Ну, как руками, видите, да, да, им да. завязывают глаза, и они вот так, мамы многие таких детей тоже так же делают. Так Ну, что и почувствовать себя своим любимцем, да, Это тоже можно Ну что, важно. так же, конечно. давай еще раз поздравляем с огромным удовольствием Да, с да. замечательным праздником, с Спасибо прекрасным огромное. праздником. Обычно что желают? Благодарных пациентов, Ну, врачам, здесь да? и здесь тоже. Но здесь еще студентов благодарных обязательно нужно позвать. Давай так, Пациенты чтобы... всегда благодарны. Давай так, чтобы вот самое главное, чтобы профессия приносила радость, удовольствие, и чтобы все получалось. Да, Гульнар. Спасибо большое. Спасибо, что мы очень рады, что мы с вами знакомы. Ждем вас уже на следующей неделе обязательно. Так я приходите. сегодня пришла, и меня все спрашивают на входе, а вы сегодня одна? С пустыми руками. Где хомяк хотя бы? Да-да-да. Хомяк. Друзья, следите за нами, за нашими эфирами, за Гульнар Цапаловой. Оставайтесь с нами.